Ну, если в кратчайшей перспективе рассматривать глобальный план, это в первую очередь выход в высшую лигу по итогам сезона 2021 года, выход в 1/4 финала Кубка Беларуси сезона 2021-2022 годов и развитие детской школы, и более долгосрочно хотелось бы попасть в зону Еврокубка. Для подготовки к домашнему матчу в первую очередь надо организовать тренировочный процесс, чтобы не было никаких накладок, никаких проблем не возникало во время тренировок. Вот, заказать стадион на время проведения матча, оповестить федерацию, команду соперника, ГУВД, МЧС, скорую помощь о времени и месте начала матча, вот, организовать матч-дэй, разработать билетную программу, программки к игре, вот, также организовать развлечения во время матч-дэя. Ну, как по мне, так намного легче выездной матч. Там необходимо только организовать проезд команды и питание после игры. Если очень далекий выезд, заказать заранее гостиницу, но это все гораздо легче сделать, чем организовать домашнюю игру. Ну, смотря какие баннеры имеются в виду. Если рекламные баннеры, которые на стадионе, их согласовывать не надо, а баннеры, которые вешают болельщики, да, их надо согласовывать с Федерацией футбола. Ну, лицензирование не настолько сложный, насколько важный момент в жизни клуба. Есть 4 критерия лицензирования: спортивный, инфраструктурный, кадровый, юридический и 5-й финансовый. Вот, клуб проходит аудиторскую проверку по итогам предыдущего сезона. Ну и по всем остальным критериям тоже, исходя из требований федерации, подготавливает и предоставляет документы. Ну, раньше, пока там не было турникета, ездил гораздо чаще, это было 5-6 раз в месяц. В данное время там стоит турникет, поэтому охрана не пропускает, если ты заранее не договорился с кем-либо, что тебя примут, или ты по какому-то важному вопросу. Поэтому сейчас, ну, по необходимости, раза 2 в месяц. Ну, здесь сразу на память приходит игра 1/16 Кубка Беларуси 2020-2021 годов, которая проходила на Соке с Минским Динамо. Там вообще один форс-мажор заканчивался, и сразу же начинался другой форс-мажор. Но в итоге все сделали, игру провели и даже выиграли. Планируется летом провести уже ставший традиционным взлет КумКат-шоу. Это мини-футбольный турнир, в которых участвует команда, руководство, администрация клуба, болельщики, партнеры клубов. Вот. Также по воскресеньям снимает клуб зал для игры в мини-футбол, где участвуют также болельщики клуба, администрация, я тоже, соучредители приходят тоже играть. Вот. Потом после футбола идем в дружную баню, где обсуждаем клубные дела. Натуральное поле стоит не намного дороже, чем искусственное. Проблема в том, что холодная весна и натуральное поле еще не до конца готово к тренировочному процессу. Игру там можно провести, но если мы будем там тренироваться, то поле быстро придет в негодность, поэтому вынуждены еще немного подождать. Насколько это будет позволять регламент, в первую очередь, для проведения соревнований. И если будет вместимость стадиона позволять принимать всех наших болельщиков, то в первую очередь мы хотели бы свои домашние игры проводить на Соке Олимпийский. Верю, что мы в этом сезоне решим задачу, выйдем в высшую лигу и зимой вернемся к вопросу, сможет ли домашним стадионом быть стадион Сок Олимпийский.
Ну, очень плотно работаю с командой, присутствую почти на всех тренировках. По мере возможности смотрю психологическое состояние в команде, что где не хватает, где можно еще добавить для улучшения тренировочного процесса. Вот, контактирую с этого года контактирую с платформой Sportex, с Сашей Волиным, вы знаете. У нас сейчас 2 проекта происходят в клубе, чтобы не было шероховатости, чтобы все вопросы решались и друг другу не надоедали. Свободного времени не так много, поэтому стараюсь провести его в кругу своей семьи. Закончил в 2000 году Белорусский экономический университет по специальности экономист-менеджер. Так, музыку слушаю, рок в основном. Литературу больше люблю читать биографическую. А после окончания сезона директор сразу же начинает готовиться к следующему сезону. Так очень быстро наступает процесс лицензирования. Надо подготовить все документы, чтобы лицензирование пройти в срок. Поэтому как такового отпуска нету. Но если считать отпуск смена обстановки, то в принципе езжу на сборы с командой и там получается немножко расслабиться. Если вы имеете в виду Сашу Юрьева, то он уже 3 раза на замену выходил. А если говорить про Ивулина, то как только он будет готов к игре, то, думаю, Олег Анатольевич его непременно выпустит на замену. В конце хотелось бы сказать большое спасибо нашим болельщикам за интересные вопросы. Также в комментариях оставляйте сообщения, с кем бы вы еще хотели пообщаться таким образом, с руководством, соучредителями клуба или же с тренерским штабом или с кем-то из команды. До встречи на домашних играх. Спасибо.